Тенгиз Бзилуабед. В последнее время активно обсуждается вопрос, связанный с транзитом грузов через территорию Абхазии. Многое уже сказано. Есть реакция из грузинской стороны, между прочим, официальная реакция, в отличие от абхазской стороны. Со стороны властных структур пока еще никто как бы не отозвался. Как мне кажется, в этом вопросе главным является все-таки юридический вопрос, связанный с подписанием, может быть, какого-то договора. На твой взгляд, вот эта юридическая сторона этого вопроса, правовая сторона, она вообще будет опущена? Нельзя будет найти, так скажем, какой-то подход, чтобы Абхазия там стала стороной договора? Нельзя вообще ничего найти, либо вот придется это обойти? Я думаю, что ничего не будет, никакого соглашения не будет. Аналогично соглашению, которое подписывали Грузия и Москва о транзите грузов. Этого не будет с абхазской стороной. Но что вот Кабахидзе выступал, он ясно обозначил, что не рассматривает Абхазию вообще как сторону, что это закон об оккупированных территориях продолжает действовать. Подписывать с Москвой отдельный договор о транзите нет необходимости, потому что у нас с ними уже есть договор, соглашение по этому поводу. Поэтому никакой правовой базы, международной правовой базы по этому договору, по этому процессу транзита не будет. Я думаю, даже не будет и политического решения на уровне высших эшелонов исполнительной власти Абхазии, потому что в отношении Грузии у нас действует два указа президента, запрещающие перемещение товаров в коммерческих целях через таможенную границу на данном участке. Поэтому и на этом уровне никаких решений, скорее всего, не будет. Потому что решение, хотя и касается вопросов реализации внешнеэкономической политики, но в большей степени это политический вопрос. И наше руководство на это не пойдет. Они изначально не хотели на это, видимо, идти, и по этой причине они никак не комментируют ситуацию вокруг этих складов. Схема будет работать через границу, видимо. Грузы будут перемещаться вне рамок какого-то правового документа, они будут поступать на эти склады, а дальше уже в рамках действующего таможенного законодательства. Там уже, собственно, свои процедуры существуют по режиму транзита, независимо от того, с какой страны товар прибывает. Вот и все. Следует ли понимать, что договор основывается на Джентльменском соглашении? Конечно. Но вот договор что? Я думаю, что сам канал, сама схема работает. Вот схема внешней торговой поставки, когда она сама по себе сложная, даже когда две страны участвуют при трансграничной торговле. Когда участие в канале осуществляется уже третьей стороной, она еще сложнее. Потому что когда груз проходит через каждый участок границы, с каждой стороны там различные службы, которые взаимодействуют там для осуществления контроля. И на грузинской стороне есть службы, и на абхазской стороне есть службы, и на российской стороне есть службы. И если вы осуществляете внешнеторговую поставку, все службы, в компетенцию которой входит мониторинг или администрирование вашей поставки, со всеми нужно будет разговаривать. Если у вас полусерая схема или серая схема, то схема, которая вообще вне рамок закона, ничего ее не регулирует, то там без вот этих джентльменских соглашений вообще не вариант перевести что-то. Если договор будет на устной основе, без подписи и печати, то на что будут опираться обязательства и ответственность сторон? Ну, о каком договоре идет речь? Если международный договор, то мы его сказали, что его не будет. Что касается транзита грузов, то в таможенном законодательстве там очень простая процедура. Там за ответственность за перемещение этого груза несет декларант, то есть лицо, которое заявляет таможенным органам о ввозимых товарах. Если в ходе движения груза через территорию страны произойдет, например, его утрата,
либо будет изменена каким-то образом его таможенная стоимость. То есть произойдет с грузом какие-либо изменения, которые противоречат тем требованиям, условиям и ограничениям, которые предъявляют таможенные органы. В этом случае декларант будет нести ответственность. Вместе с декларантом есть в графе грузово-таможенной декларации такой раздел, лицо ответственное за финансовое регулирование. Это банк, который дает гарантии на осуществление вот этой внешнеторговой операции перед таможенными органами. И вот этот банк тоже будет нести ответственность. Вообще, с точки зрения таможенного законодательства, я вот это всегда говорил, у нас проблем нет. У нас проблемы с торгово-политическим режимом Грузии. У нас проблемы политического характера, потому что товар из Грузии. Мы с этой страной находимся далеко не в дружеских отношениях. В этом проблема. А в самом законодательстве нашем, таможенном, там никаких проблем нету, потому что товар, там нет даже проблем с точки зрения для обеспечения безопасности государства. Потому что вот этот товар прибыл на этот склад, например, таможенные органы там проведут досмотр, они его опломбируют. И если товар, например, высокорискованный, например, там, подакцизный товар, либо товар с достаточно высокой стоимостью, либо товар, запрещенный к обороту на территории Абхазии, то в этом случае таможенные органы могут обеспечить еще, заставить взять таможенное сопровождение. То есть вот прямо под конвоем эта колонна или там эта машина будет двигаться от пункта отправления к пункту назначения. То есть в этом плане у нас как бы вся таможенная схема, она работает. У нас проблема не в самой таможенной системе, у нас проблема именно проблема с политикой нашей, внешней политикой и самой политикой. А это вопросы к руководству страны. Если транспортировки через территорию Абхазии с грузом что-то случится, фура с грузом попадет в аварию, перевернется на дороге, загорится, что тогда? Кто и как будет за него отвечать? Ну да, вот, отвечает декларант. В любом случае будет отвечать. По таможенному кодексу вот заезжает товарная партия, скорее всего, владельцы этого склада, может быть, какая-то брокерская компания, аффилированная с ними, будет заниматься декларированием. То есть она будет представлять от своего лица эти товары таможенным органам. И с этого момента нести все обязательства перед таможенной службой Абхазии за то, чтобы этот товар был доставлен в установленные сроки до пункта назначения, и, значит, при этом с товаром не должно происходить каких-либо изменений. Там даже в законодательстве есть такая фраза: за исключением естественного износа или убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения. Если нарушены эти условия, то в этом случае декларанту будут предъявлены обвинения административного характера либо уголовного, в рамках действующего закона. На равных условиях, если бы, например, этот транзит осуществлялся бы из Турции, или этот транзит осуществлялся из какой-либо другой страны. Кстати, у нас режим транзита в Абхазии действовал. После подписания вот этого соглашения с Россией мы транзитом отправляли из России в Турцию сжиженный газ. Но вот из Грузии у нас транзита никогда не было. Вот в такой форме прямо. Были серые контрабандные какие-то схемы, но не в такой форме, чтобы открывать терминалы там, и официально этим заниматься, такого еще никогда не было. Отсутствие официальных обязательств сторон неминуемо ведет к созданию серых схем. Чем это грозит для Абхазии? Серые схемы, вообще, если честно, мы на этих серых схемах выжили, потому что вот 90-е годы, 94-й год, 93-й год до 2008 года официально Абхазия существовала за счет этих серых схем, потому что Россия наложила на нас блокаду экономическую, и у нас были большие сложности с ввозом товаров на территорию Абхазии, с импортом, и мы все внешнеторговые операции, которые мы реализовывали в рамках вот этих различных серых схем. Вот даже суда, морские суда, которые шли на территорию Абхазии из Турции, на всех их транспортных документах, это на коносаментах, грузовых манифестах всегда писали Сочи. Никогда не писали страну назначения Абхазия, потому что, если вы помните, Грузия осуществляла нападения на морские суда, изъятие грузов, там, задержание этих судов происходило. И на территории с Россией, когда мы завозили товары, мы вынуждены были всегда указывать какую-то другую страну. В общем, вот на этих серых схемах Абхазия чудом как-то вот так выжила.
Что самое интересное, сейчас Россия оказалась в аналогичной ситуации. Из-за санкций вокруг нее она тоже вынуждена выживать на этих серых схемах. Если серая схема находится под контролем государства, а у нас с точки зрения органов, которые способны администрировать этот процесс, у нас все нормально, они у нас в достаточном количестве, угрозы для государства я не вижу, но должны быть какие-то преимущества. У нас за транзит единственное, мы получаем сбор за таможенное оформление. Сбор это платеж таможенным органам за то, что они осуществляют вот эти юридические процедуры. Фактически за администрирование. 0,1%. То есть, если у нас таможенная стоимость товарной партии, к примеру, одного контейнера 10 миллионов, мы получаем всего 10 тысяч. Но мы вместе с этим получаем и нагрузки на наши дороги, мы получаем увеличение транспортного трафика, мы тратим время на них. В общем, это несоразмерно тому, что мы предоставляем. Вот там руководители, они говорили насчет развития транспортной инфраструктуры, рабочих мест. Ну, транспортную инфраструктуру, но они же дороги не построят. Мы в это невозможно поверить. У них нет таких возможностей строить. Там вообще речь шла о какой-то объездной старой советской дороги. Но это вообще немыслимые вещи, там, сказочные. По количеству рабочих мест, это тоже там нет таких рабочих мест. Потому что вот он там упоминал таможенный склад, свободные склады, склады временного хранения. Склады временного хранения используются для отношения грузов, по которым таможенное оформление временно приостановлено. Вот вы, например, привезли груз на границу, вы начали процедуру оформления, в ходе документационного контроля, вдруг вот пока проверяют ваши документы, возникли какие-то вопросы к вам. Пока эти вопросы не разрешатся, ваш груз будет отправлен на склад временного хранения. Таможенные склады и свободные склады – это уже режимные склады. И свободные склады временного хранения, и таможенный склад, и свободный склад для контейнеров – это просто обычная территория, забетонированная. Это площадка. Единственное, что очень важно – наличие ограждения, наличие средств сигнализации, видеонаблюдения, чтобы не было возможности изъять что-то с территории этого склада, либо туда что-то отправить. На этой территории хранятся контейнеры. Одним ярусом, 2 ярусами или 3 ярусами. Вот, например, территория в 1 гектар, она вмещает порядка 100 контейнеров одним ярусом с проездами. Если у вас есть транспортное оборудование, разгрузопогрузочное, там речтракеры, вилочные погрузчики, вы можете там 2 яруса, 3 яруса хранить. Максимальное количество людей, которое нужно для того, чтобы вот эту всю территорию обслуживать в 1 гектар. На нем, если будут 300 контейнеров стоять, это человек 10. Понимаете, там водители просто нужны, операторы этого разгрузопогрузочного оборудования, потому что это и все, больше ничего не нужно. Это не склад Озон, это не склад Пятерочки или Валберг, где нужно миллионы рук. Там достаточно поднять контейнер, загрузить его на машину. Если даже, например, представим себе, что будет происходить перегрузка с контейнера в грузовое транспортное средство, давайте еще добавим 10 человек, максимум, уже 20. Больше на этот склад рабочих мест не потребуется. То есть даже с этой точки зрения никакой пользы для государства нет. Я думаю, что просто нашлась какая-то группа людей, очень предприимчивых, которые в Москве поняли, что они могут воспользоваться вот этим транспортным коридором. Они приехали в Абхазию 6 лет тому назад. Человек практически то же самое, сам директор сказал. 6 лет назад приехали, предложили. Как правило, у нас как происходит? У нас всегда люди считают деньги, которые они могут заработать. Деньги, которые общество может заработать или государство, считается в последнюю очередь. Вот они посчитали, сколько они могут заработать, и решили открыть этот склад. Вот и все. Там интересы абхазского государства мало кого интересовало. Потому что если бы заинтересованность была бы со стороны общества, по крайней мере, как минимум министр экономики, либо министр финансов должны были сообщить об этом, что транзит будет осуществляться транзит, что транзит будет осуществляться на таких-то условиях. Какая-то польза обществу принесет, не знаю, транзитную пошлину они ведут, дорожную пошлину они ведут, сборы увеличат, можно разные способы сделать. Но чтобы
абхазскому обществу, абхазскому государству тоже что-то осталось. Даже если нам ничего не достанется в прибыли, мы несем убытки, потому что эту дорогу нужно постоянно, это фонды, и нужно постоянно воспроизводить. На них нужно какие-то амортизационные отчисления делать, хотя бы эти деньги, чтобы мы могли взыскать, чтобы потом эти дороги отремонтировать после этих фор. Потому что масса одного контейнера, максимальная грузоподъемность одного транспортного контейнера 40-футового 26 тонн. 26 тонн – это немало, это серьезная нагрузка на дорогу. У нас дороги не самого высокого качества, и кто это потом будет ремонтировать, я не знаю. В общем, так. Тенгиз, вот если, скажем, сделать это выгодно для государства, если платежи будут в большей сумме, казна будет пополняться, и это будет деятельность осуществляться под таким надзором государственных органов и так далее, то это приемлемо будет для Абхазии? Выгодно будет? Можем ли мы на это пойти, если вот так вот? Ну, можно сделать, чтобы это было выгодно. Потому что, понимаете, серые схемы, они всегда дороже, чем белые. Серые схемы, у них маржинальность высокая за счет того, что нужно что-то перетащить там, где это невозможно. И там очень высокая норма прибыли. И понимая это, государство могло бы, ну, например, вот мы, члены правительства, если мы решаем этот вопрос, во-первых, мы не позволили бы вообще кому-то строить терминал. Терминал, таможенный склад, либо склад временного хранения должно строить государство. Тем более там не такие большие затраты, правда, одну там, дорогу, там, площадку выровнять, забетонировать и поставить ограждение. Это первое. Потому что платежи за хранение тоже забирало бы государство. Мы могли бы поднять сборы за таможенное оформление в отношении только вот этих грузов. Не всех остальных, а именно вот этих грузов. Ну, мы могли бы даже пойти по-другому. В рамках тарифной политики в отношении... При формировании тарифа есть различные виды пошлин, различные виды сборов. И в отношении государств, у которых нет в Абхазии какого-то торгово-политического режима, мы можем делать увеличенную ставку сборов за таможенное оформление, как и таможенная пошлина. То есть нас вообще никто не сдерживает. Понимаете, мы что угодно можем сделать. Мы не являемся членами никаких конвенций, никаких соглашений. Мы не входим в ВТО. Мы можем хоть посошную пошлину вводить. Нам никто ничего предъявить не может. Просто единственное, что должна быть воля и желание руководства страны, чтобы это делать. На твой взгляд, как может быть найден баланс между интересами нашего стратегического партнера России и непосредственно интересами Абхазии? Но баланс должен быть взаимовыгодным. Вот эта ситуация должна быть взаимовыгодной. Мы понимаем, мы можем пойти на какие-то шаги. Например, вот, учитывая сложную ситуацию вокруг нашего стратегического партнера, принимая во внимание, в каких отношениях мы находимся с Грузией, мы можем закрыть глаза и не требовать, например, там, чтобы грузинская сторона подписала мирное соглашение с нами, чтобы грузинская сторона, значит, отозвала закон об оккупированных территориях, там еще что-то. Мы можем от всего этого отказаться, учитывая сложную ситуацию стратегического партнера и важность, будем так говорить, этого параллельного импорта для него, в чем я очень сильно сомневаюсь. Ну, допустим, пусть так будет. Но даже в этом случае, я думаю, что и стратегический партнер это должен понимать, что это многократное увеличение грузопотока через территорию нашей страны. Наша транспортная инфраструктура, она очень слабая. У нас единственная дорога магистральная, она проходит вдоль берега через все наши города. У нас нет объездных путей. И вполне нормально, если мы, например, там, заложим какие-то суммы для восполнения вот этих затрат, которые у нас могут возникнуть. Я думаю, это вполне естественно. Причем, учитывая то, что наши дороги, извините, ремонтируются за счет финансовой помощи Российской Федерации. Так что мы там ничего плохого нашему стратегическому партнеру не делаем. Я считаю, что баланса можно достигнуть вот этого. Но в любом случае руководство страны должно выйти и сказать, что вот мы
согласны на транзит как временное явление, с учетом вот всей этой ситуации. Закрываем политический аспект вопроса. Но вот экономически вот какие-то вопросы, там, сборы поднять, там, еще что-то там сделать, еще что-то, какие-то платежи. Это можно сделать, это нормально. Есть много постконфликтных зон. В этих постконфликтных зонах экономика отделена от политики. Вот есть политические вопросы. Например, вот Кипр, ситуация в Косово. Там они как сделали? Они отделили экономические вопросы от политики. Потому что экономика и социальная сфера, это касается жизни людей. Политика – это как более другой уровень. И в этих регионах, например, грузы перемещаются без проблем. В этих регионах никаких препятствий не создают друг другу. Вот в отличие от такой практики, грузины используют практику полной изоляции, полной вот авторкии абхазского государства. Потому что я думаю, что, скорее всего, потому что у грузин очень слабая позиция по абхазскому вопросу. И вот эта практика абсолютно полной изоляции Абхазии от внешнего мира позволяет им вот эту информационную повестку, которую они уже навязали всему миру, как-то сохранять. И поэтому у меня никаких абсолютно надежд нету, что грузинская сторона подпишет какое-то мирное соглашение или грузинская сторона пойдет на отзыв закона оккупированных. Вообще на какие-то хотя бы шаги, что грузинская сторона пойдет в связи с вот этим вопросом по параллельному импорту. В Тбилиси, я думаю, думают очень так легко. Вот это вопрос Москвы, параллельный импорт нужен Москве, пусть она сама разбирается. Вот и все. Как все-таки в нынешней ситуации нам добиться получения максимальной выгоды и максимум дивидендов? Какие шаги мы можем принять? В текущей ситуации максимум я бы поднял сборы поднял бы, я бы поднял. Есть еще платежи, специальные платежи за работу таможенных органов, за оказанные им услуги. Им поднял бы заказ наряда для таможенных органов. И даже ввел бы транзитную таможенную пошлину для них. Почему бы и нет? Вообще транзитная таможенная пошлина, она не то что запрещена, есть рекомендации в рамках Стамбульской конвенции, где транзитные таможенные пошлины желательно не применять. Но учитывая то, что мы не являемся ни членами этой конвенции, мы не являемся членами ВТО, ни Генерального соглашения тарифной торговли, мы можем себе позволить все, что угодно. И я бы ввел эту транзитную таможенную пошлину в отношении стран, по которым у нас нет никакого торгово-политического решения. Транзитная таможенная пошлина в размере даже 2-3% могла бы хоть как-то там какие-то расходы перекрыть. Так что, это все зависит, понимаете, от руководства страны, от их желаний. В любом случае, просто так пропускать грузы через территорию страны. Они говорят, что грузы никак не будут влиять на дорожную ситуацию. Они будут влиять, потому что, обратите внимание, уже зимой в Абхазии стали возникать пробки. Теперь представим себе лето, представим себе вот эту колонну машин. Это длинномерное транспортное средство, там длина контейнера почти 12,5 метров. Это будет катастрофа, потом. И у нас очень узкие дороги, взять только Верхнюю Вишеру. У нас и узкие дороги, да, это просто. Зачем мы должны неудобства создавать людям, нашим людям создавать неудобства нашим гостям, и за это, извините, ничего не получать. Фактически это договор, можно сказать, между юридическими лицами, да, получается? Там вообще, я думаю, что там вообще нет никакого договора. Вообще нет. Никакого договора там нет. Там просто вот это как бы джентльменское, как это соглашение. Никита, не знаю, в связи с чем сейчас вот этот вброс был сделан? Сброс с нашей стороны, что построен терминал и так далее. Вот это же зондирование почвы или что это? Я думаю, что нет, это не зондирование, они просто построили, уже надо было как-то уже объяснить, что они это сделали. Проблема в чем? У Грузии есть два основных маршрута вывоза страны параллельно. Верхний Ларс и наш. Наш они не используют, не могут использовать. А Верхний Ларс, сейчас пошел снег.
Есть проблема, что Верхний Ларс закроется. И когда Верхний Ларс закроется, этот грузопоток нужно куда-то отправить. И единственная возможность, куда его отправить, это только через Абхазию. Вот поэтому, видимо, они активизировались. У них надежды есть на получение серьезной прибыли. С той стороны, может быть, идет накопление этих грузов. И вот они начали вот эту информационную тему поднимать. Кстати говоря, у нас, знаете, один год, это был 2006 или 2007, не помню. Верхний Ларс, там сошла лавина или что-то такое произошло. И контрабандным путем через Абхазию транзитом пошла зелень. И у нас таможенная служба Абхазии один раз задержала в районе Красного моста колонну машин, грузинских машин, с абхазскими номерами. Вот. Вот эта схема как работала? Эта схема работала так, что криминальные круги со стороны Грузии, криминальные круги со стороны Абхазии, начиная там воров в законе, там, заканчивая наркоманами, все вот эти брали на себя обязательства, крышевали, в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, эта колонна ехала. Машины, которые мы задержали, там у них была схема такая: российская машина должна была заехать на территорию Абхазии, доехать до нижней зоны, и там произойти перегрузка в районе села Саберия, если я не ошибаюсь. А когда российскому водителю объяснили, куда ему нужно ехать, тогда там партизанщина была, он говорит, что он с места не сдвинется. И заглушил машину на ПСО и сказал, что он дальше не поедет. И так как зелень портится, им пришлось эти 3 КАМАЗа, эти КАМАЗы называются яблочниками, зугдитские КАМАЗы, такого сероватого цвета. Им пришлось эти КАМАЗы гнать через территорию Абхазии. А на них грузинские номера. За сутки им сделали государственные номерные знаки Республики Абхазия. Выдали им техпаспорта. И вот эта колонна грузинских машин с грузинскими водителями была задержана, остановлена на Красном мосту. Ну а потом доставлена в управление. Это в СМИ как-то освещалось тогда? Никак это не освещалось, никак не освещалось в СМИ, это ситуация. Очень интересно. Да, это было давно, колонна была, она даже стояла на площади Конституции. Тогда, если вы помните, в те годы водители больших грузов, наших водителей больших грузов, они там собирались в районе этой площади, вот эти камазисты наши, фуровики. И они, когда увидели эту колонну КАМАЗов, они вот там прям целый митинг вокруг них устроили, потому что по внешнему виду этих машин было ясно, что они зугдитские. Они называются, эти КАМАЗы, яблочники, по-моему. И вот эта схема, она очень плохо закончилась. Ну, что касается судьбы этих КАМАЗов, я вам сразу скажу. Стоимость грузовой партии в те времена одного КАМАЗа была 10 миллионов. Нам сверху позвонили и сказали, что у нас нет доказательной базы. И я думаю, если это не будет под контролем наших государственных органов, то будет нечто подобное. Конечно, да, будет, конечно. Ну, под контролем, понимаете, таможенная служба Абхазии, на таможенную службу Абхазии, скорее всего, возложит обязанности контролировать этот процесс. Там схема, там у них очень простая. Вот граница, сразу у границы находится терминал. Под контролем таможни и пограничников это, допустим, контейнер поступает на терминал. Скорее всего, они будут перегружать с этого контейнера в фуру, потому что контейнеры все маркированы. Контейнер, который маркирован, по контейнеру, по номеру контейнера можно отследить весь путь груза. Скорее всего, поэтому они тихо, быстро выгрузят его и отправят обратно пустой контейнер. И дальше уже с этого терминала, на этом терминале на фуру, грузовое отделение фуры повесят пломбы, это тросовые или пластиковые, неважно, там повесят пломбы, и под пломбой машина поедет на ПСО. На ПСО ее встретят и выпустят на территорию Российской Федерации. Вот и все, там схема очень простая, и администрировать этот вопрос будет таможня. Единственное, что вот
как бы, да, то, во-первых, таможня там немного зарабатывает сама. Там заказ наряда и все, больше ничего. Таможня не зарабатывает, государство не зарабатывает, никто не зарабатывает, кроме тех людей, которые этим бизнесом занимаются. Мы, конечно, за них очень Я рады. думаю, что обязательное условие, чтобы казна пополнялась. Это обязательное условие. Иначе это никак не выгодно. И выгодно, конечно, да, это не выгодно. Но у нас вообще в Абхазии какая сложилась практика? У нас, когда есть какие-то экономические возможности, возникают финансовые возможности, на которых может заработать государство, у нас государство не зарабатывает. Зарабатывают люди, которые находятся вокруг вот этого государства. Вокруг тех чиновников, в задачу которых входит регулирование этого процесса. Либо их родственники зарабатывают, либо сами чиновники зарабатывают, либо какие-то вот полукриминальные вокруг них структуры. А государственные интересы, они никогда не рассматриваются. Они начинают рассматриваться только в тот момент, когда уже возникает какая-то острая необходимость под давлением общества, там еще чего-то, или что-то крайне неординарное происходит, тогда да. А во все остальное время люди делают деньги без учета интересов, публичных интересов общества. Это все. Спасибо, Тенгиз, что нашел время и ответил на наши вопросы. Было очень интересно. Спасибо. До